нас назрела вообще такая ситуация, когда у нас совсем нет национально ориентированной элиты в нашем обществе. То есть подготовка этой элиты, она, в общем-то, очень и очень слаба. Вот. Как раз Рустам Фаизович эту идею насчет элиты, вот первый сподвиг, кстати говоря, на эту тему, на этот вопрос, задуматься об этом, понимаете? Ведь у нас, смотрите, старые поколения, грамотные люди, да, вот, и они все уже постепенно вымирают. А что идет на смену? Есть ли у нас национальная элита? Вот. Это что значит элита? Да, у нас полно, значит, людей, которые имеют большое, высокое образование, да, высокую культуру, но в национальных интересах, в интересах наших народов работают ли они? Вот. И, к сожалению, значит, большинство из них совсем далеки от этого дела. Вот. И, естественно, первое слово я готов предоставить Рустаму Фаизовичу как зачинателю этого дела, да? Очень рады, что мы здесь все собрались. Вот и наши товарищи, Марат, тюркские ребята, которые, значит, представители общин тюркских, вот, молодежных организаций у нас здесь ребята, общественники татарские, значит, здесь Москвы. Но надо больше собираться на разных площадках. Мы всегда это приветствуем. Все для Москвы национального вопроса работы всем хватает, поэтому мы приветствуем все начинания. Ну, откуда возникла эта идея? Мы нынче выпустили книгу. Всем вот мы вам приготовили, уходя возьмите эту книгу. Это, считаем мы, одно из достижений этого года штаба нашего, выпуск этой книги. И вот мы ходим сейчас, ездим, ходим по школам, ездим по городам и много встречаемся с молодежью. И в рамках переписи населения вот, мы бываем на Петровнях, Святой Троицы, с православными татарами много ведем работы, это все в связи с переписью населения. И вот когда бываем в школах, вот, в педучилище, например, как-то все равно, наверное, вы все понимаете, все со мной согласитесь, что у каждых детей, уже с детского возраста есть определенная предрасположенность, да? Кто-то уже в детстве хочет быть строителем, кто-то милиционером, значит, да, кто-то, все профессии мы уважаем, все признаем, а есть понятие вот татарские общественники. Где нам будет найти Фузию Байрамову через 20 лет, Фандас Сафиуллина где найти, Индус Тагирова где найти, да? Где нам, вот где эта кузница кадров, которые, например, будут у нас продвижением, пропагандой, идеологии татарского языка в будущем. Это касается не только татарского языка, это касается и других тюркских народов. И в тюркских народах тоже. Это означает, вот мне сейчас кажется, что очень важное вот направление такое, это воспитать вот и азербайджанцам, и кумыкам, и всем, воспитать достойное такое, значит, поколение общественников, которые в будущем будут рупорами, идеологами и будут продвигать, продавливать, значит, вот это татарское национальное движение в будущем. Вот. Мне тоже было когда-то, там, 20 лет, да, вот, когда я начал заниматься, ну, я еще в институте начал заниматься татарским движением, потом вот у меня были очень хорошие учителя, это Зиединов Азат Шаймулович, если знаете, да, вот, и поэтому все, что он мне говорил, я ничего сам не придумал, вот эту идеологию, которую мне тогда еще, так сказать, внушили, вот я ее сейчас и веду, эту пропаганду, сейчас, кстати, последних 24 года в Москве. Что касается школ, вот я был в 4 школах, значит, 12 лет детям. И вот среди 12-летних возраста уже есть какие-то вот такие вот глаза, вот разум, что ли, вот нур, зихен, говорят слово, иман, вот такие вот они идейные уже в этом возрасте. 14-летнем возрасте уже. И вот мы сейчас пропагандируем такую идею, чтобы в школах, в татарских лицеях это проще. А если школа русская, если, например, татарский класс всего лишь, что татарские, значит, ребята первокурсники, там первокурсники это третьеклассники, двухклассники в 2 классе, с 10-классниками должны создавать уже и начинать общественную работу в рамках этой школы. И чтобы эти школы, вот эти общественники, они между собой были знакомы. Я это все, значит, моделирую на примере своего города, из которого Нижнекамск. Вот у нас, например, 265 тысяч населения, у нас 40 школ, и вот среди этих 40 школ сейчас мы будем заниматься совместно с Нижнекамским конгрессом, мы будем выявлять вот этих вот определенных
личностей, и как-то их постараться нам нужно вести дальше. Куда они поступят, в каком городе будут учиться, в каком институте. Вот на них вся надежда у нас, да? Чтобы они были не просто знание хорошего языка, не просто хороший разговорник, татарские знания истории, да? Они должны быть идеологами, вот, значит, борцами за татарский язык, за татарские традиции, вот, за татарские привычки наши, которые мы сохраняем. Вот. Поэтому вот я бы попросил вас всех тоже задуматься над этим, мы еще это будем обсуждать. Вот такая у нас идея сейчас. Значит, мы сейчас мы уже этим давно занимаемся, мы тоже выявляем это. Вот у нас было уже нынче, например, было где-то, по-моему, 4 дня первокурсника, да, вот мы 4 раза собирали первокурсников. Вот и среди них тоже уже есть, которые приехали из разных городов, очень активно, кстати, вот нижегородские татары, вот надо отдать должное, они какие-то все музыкальные, все поют, что ли, вот. И вот именно нижегородские татары разговаривают между собой на татарском языке. Вот. И вот, значит, пензенский, ульяновский, самарский, вот все мы собираемся здесь. И вот среди них нам нужно создать, помочь им в каких-то мероприятиях, значит, и в рамках Москвы уже проводить какие-то национальные такие мероприятия. Вот такую задачу мы поставили сейчас перед собой, которой раньше у нас такой не было, например. Вот, поэтому вот так коротко каждому из вас на этом задуматься, может какие-то к этому есть предложения, дополнения. И вот эта вот молодежь как-то вот воспитывать, общаться, их не так много, поверьте мне, не так много. Вот таких вот, есть слово идейных, наверное, не подходит это вот. Это должен быть, вот как в театр подбирает, у него там в театре должен быть у артиста и голос хороший, и музыкальный он должен быть, и двигаться на сцене. А здесь должен быть и татарский должен знать, и историю знать, и быть лидером, и быть организатором, и быть пропагандистом. Вот такой какой-то собирательный образ. Вот в какой-то сказке есть и кузнец, и жнец, и на трубе дудец, да? Вот этих вот людей, этих считанных людей мы должны выявлять, мы должны им помогать, и мы должны их вести по жизни. Вот на эту тему я бы хотел, чтобы вы тоже высказали свое мнение. Спасибо. Значит, ну, во-первых, давайте, что такое элита? Как расшифровать слово элита? Значит, на тюркском языке очень понятно все и все ясно. Иль и те. То есть движет за собой землю и свой, в общем-то, свою родину поднимает. Элитычи, да. Поэтому, значит, элита, это вот я с Рустамом Файзовичем не совсем согласен, он говорит, для общественной работы. Это вообще человек, будь он инженером, будь он ученым, у него внутри должна сидеть эта пружина. Понимаете, он всегда должен думать о том, как поднять свой народ, вытащить его из положения какого-то ненормального, да, возвысить свой народ. Вот это называется национально ориентированная элита. Вот здесь как раз у нас вот такую элиту нам нужно воспитать. А это воспитывается действительно с юных дней. Вот. Поэтому, значит, действительно у нас система образования должна быть на это нацелена. То есть мы не должны развиваться во все стороны, значит, куда попало. У нас должен быть определенный вектор, который мы уже прочертили. Это Россия, тюркский мир. Тюрко-татарская Россия. Вот это, она общая, вот это вот прочерчено уже. Вот нам всеми силами надо вот в это направлении двигаться. Вот, нашим общественным движением в том числе. Вот, теперь, значит, по части конкретизации. Значит, есть образование школьное, дошкольное я пока не буду трогать, и есть высшее образование. Значит, по школьному образованию у меня есть программа, значит, это создание элитного тюрко-татарского лицея. Элитный должен быть лицей, как у Пушкина. Вот там они должны изучать языки разные. Я потом зачитаю, здесь у меня вкратце написано. Так, это первая, как бы, главная это самая ступень. И вторая ступень, вот должен был подключиться Гейдар Иманов из Санкт-Петербурга, лектор Смольного университета. У него есть идея славяно-тюркская синергия. Это значит, вот в рамках вот этой программы, концепции, это создание университета, славяно-тюркского университета, где бы молодое поколение изучало бы основы и российской, там славянской какой-то вот темы, и одновременно тюркскую тему, чтобы эти люди могли спокойно вращаться вот в российско-тюркском пространстве, на всем. Здесь же много проблем нерешенных. Вот это второй вопрос. И вот теперь, возвращаясь
к негосударственному татарскому, это тюрко-татарскому лицею, да? Вот у меня, значит, проект. Цель – воспитание современной тюрко-татарской элиты для работы в госаппарате и в других отраслях многонациональной России. То есть это люди должны быть подготовлены, грамотные, так, во всех отношениях. Дальше, требования воспитания. Это на основе культуры и духовно-нравственных ценностей тюрко-татарских народов, формирование патриотических настроений, социально активной, дисциплинированной, конкурентоспособной личности, ориентированной на нравственную жизненную позицию и успешную профессиональную карьеру, готовы к постоянному саморазвитию. Вот, то есть это не должна быть какая-то пассивная, они должны быть все активные. Дальше. Требования к знаниям. Это программа в объеме российской средней школы с дополнительной татаро-тюркской этнокультурной компонентой с изучением и применением передовых информационных технологий. Языки образования. Вот языки. Значит, как минимум 4 языка. Русский, родной язык. У нас ведь тюркские народы. Значит, каждый народ изучает свой язык, да? Дальше. Турецкий и английский, как язык международного общения. Вот. Дополнительно к этому образованию должны внеклассные занятия для развития творческих качеств личности по национальной культуре, истории, ремеслам, а также изучение дополнительных языков арабского, фарси, китайского и так далее, если есть возможность. Вот. Ничего страшного, дети как раз изучают в большом количестве языки, за границей особенно. Спортивная подготовка – это общефизическая с элементами национальных видов спорта. Кряж должны знать, ребят, что такое конный спорт, понимаете? Все это они должны проходить. Дальше. Форма обучения – это 5 дней в неделю с отрывом от дома. Вот, потому что от родителей, к сожалению, толком мало сейчас современных, они мало чего знают, мало чего это. Потом межнационально они должны сами между собой, казахи с татарами и так далее, с узбеками должны общаться, уже понимать друг друга. Должен быть вырабатываться общий язык все равно как-то. Вот. Дальше. Место обучения. Это отдельное здание в экологически чистом районе Подмосковья, обеспечивающее проведение учебного процесса и проживание детей и преподавательского состава. Значит, будем отбирать лучших педагогов и туда, значит, вот. На 5-дневку, значит, форма, значит, 5 дней с отрывом от дома. Транспортировка учеников, значит, школьными автобусами от места учебы до Москвы и обратно. Туда привезли, как на вахтовым методом. Дальше. Вот о приеме тоже предложение есть. Без конкурса за оплату 50% учеников как бы принимается. Состоятельные люди должны быть там, конечно. По конкурсу за 50% оплаты. По конкурсу уже. Так, и по конкурсу и бесплатно должно, где-то 25%. Вот. То есть есть талантливые ребята, у которых, ну, из бедной семьи совсем. Вот, они должны проходить тоже более жесткий конкурс, но должны проходить туда. Дальше оплата обучения по результатам на конец года и с учетом материального положения семьи. Бюджет – это государственные дотации на внешкольное образование. То есть если государство доплачивает, если ты занимаешься отдельно, значит, не в школе, в общегосударственной. Так. Дальше плата за обучение и спонсорские средства. Дополнительное применение. Территории лицея и здания во внеучебное время могут использоваться для проведения общественных мероприятий. Ну, то есть, ребята не учатся, здесь можно что-то там проводить, какие-то мероприятия национальные на этой площадке. Вот. Кураторами проекта должны выступить региональные национально-культурные автономии, общественные организации, Меджлис наших тюркских мурс, которые чего-то сохраняют, значит, из элиты нашей, да, землячество, общественное, ну и так далее. Эту концепцию, конечно, мы будем дальше разрабатывать и так далее. Главное найти средства. В 2013 году, еще 8 лет назад, вот я примерно такую концепцию по татарскому народу предлагал. Было имение под Москвой, вот нашел, да, которое принадлежало Министерству образования. Ну, в таком полуразрушенном, ну, не полуразрушенном даже, но, в общем, нерабочем состоянии. Его можно было легко привести в порядок и платить мизерную аренду. Есть у нас интеллигенты, и были, многие уже уходят из жизни, но есть еще те, кто, правда, еще остается все немного, но мы из числа молодых
даже уже подготовленных, к образованных людей, должны формировать в них национальное, тюркоязычные, будем говорить, качества. И чтобы не просто он был образованный, чтобы он тянулся к татарам или к тюркоязычному, чтобы у него было внутри такие чувства. Если этого у него нет, ну и что он татарин, таких полно, знаете, а толку от них, как говорится, ни богу свечка, ни черт только черга от них. Ведь они же в наших компаниях участвовать не будут. Они никогда будут сторониться от нас. Они никогда не будут участвовать в каких-то мероприятиях. Им просто это не нужно. Не говоря уже о том, чтобы они там еще женились, там формировали татарские семьи и так далее. То есть это очень важная тема. Вот мы в прошлый раз вы правильно говорили, что вот азербайджанская такой же диаспора испытывала такую же проблему. И нашли преподавателей, и ученики поначалу ходили, а потом куда они делись? Мы их даже поощряли. Да, и поощряли, зарплату платили, ходите только. И понимаете, в большом мегаполисе это большая проблема. Это проблема не только, кстати, у нас, это и проблема и в других, это проблема и в Соединенных Штатах, и в Австралии есть такая проблема. Мне тоже там русские жалуются. Вот у нас дети перестают говорить по-русски, Рашид, представляешь? Мы теперь тебя понимаем, что оказывается вы татары, почему что хотите, чтобы дети говорили по-татарски. Мы теперь тоже понимаем. Все говорят по-английски. Я ему по-русски, он мне по-английски отвечает. Не хотит говорить по-русски. Вот такая вот проблема есть. И очень важно, что если мы хоть на йоту сдвинемся вот этим нашим круглым столом, это будет большое решение большого вопроса. Если у нас в опыте уже есть такой горький опыт, это не значит, что этот вопрос нельзя поднять. Надо аплодировать тех людей, которые вот таких людей, Гайр Афанди, Рустем Ямале, потому что если мы этим не будем заниматься, вот, не то что через 100, через 20 лет уже тюркский язык исчезнет с российского пространства, просто исчезнет. А так, пока есть шансы, пока мы живы, вот наше поколение, которое мы хотим, да, чтобы наши дети тоже говорили на родном языке. А я смотрел это название сегодняшнего нашего круглого стола, и думаю, формирование интеллектуальной элиты. Я думаю, что у нас есть элита. У нас татаров или азербайджанцев, я не знаю, уйгур, наших братьев башкир нету, что ли, узбеков элитных здесь, конечно, есть, но они как-то отделились от народа. Я вот лично говорю, я люблю свой народ, я патриот своего народа, у нас очень много хороших характеров, но у нас вот чиновники и немножко состоятельные люди, они живут отдельно от народа. У татар это более-менее еще. Я могу даже привести пример. Когда несколько лет назад город Пушкин, есть такой, Подмосковье, там был Сабантуй праздник. И за нами ухаживал, обслуживал нас, просто бегал за нами Ирек Вильданов. Есть такой человек, может, знаете, вы точно знаете. Он был руководителем Центральной избирательной комиссии Москвы. Московской области, или Эрмила Абдулбариевна Хаймуржина. Такой великолепный человек, зампредседателя правительства, но такой открытый, доступный. Я не знаю, у вас это лучше, честное слово, но надо как-то мы, наоборот, вас заниматься, надо заниматься, вот как-то консолидировать, объединить наши усилия, чтобы вот эти элиты, наша интеллигенция и представители бизнес-сообщества поближе стали, им тоже должно быть интересно, что будет через лет 20-30 с детьми, с нашей молодежью. По-русски, конечно, можно и так жить. И так получилось, живем в такое время, что у всех такие бытовые проблемы. Только там зарабатывать какие-то деньги, копейки, бизнес, это все специально делается. И так воспитывали нас. Все, об остальном думает, группа народа. А надо, чтобы побольше народ знал об этом. Масса знает. Масса вряд ли будет. И хотя бы такие головы должно быть, чтобы они думали об этом. Хотя бы 10-15%, если будет думать об этом, знать и самое главное, что делать. Вот это какой-то проект будет уже, тогда можно будет обсуждать. А так, я думаю, что это нелегкое дело, но честное слово, вот здесь сидящие представители народов не хуже, чем вот эти евреи. Значит, государство выделяет на эти цели деньги, другие пользуют, мы не можем.
Давайте выясним, почему. Нас деды как учили? Вот веник есть, веник. Не один пруток, а веник. Он уже его не сломаешь. Так же и кулак. Вот палец, вот кулак. Если мы задались этой благой целью, давайте не будем выпячиваться. Интеллектуальные кадры тюркских народов. Давайте вот, я с уважением, с большим уважением, пиететом отношусь к братьям-татарам, но я категорически против, когда приподнимаются над другими. У нас богатейшая история. У них вокруг У где-то нас общая кого-то. история. Общая история, да. И как-то вот это вот, я просто неудобно был в исторической мечети, имам, когда мне сказал, я ему небольшое замечание сделал перед Джума намазом, сказал молодым, объясни хазратам, чтобы короткие суры читали. Потому что народ на морозе стоит, у кого почки, у кого что, все. Он мне в ответ ни с того ни с сего, слушайте, говорит, соберите деньги и стройте себе мечети. Вот конкретно. Я Равилю Гайнудину сказал, Равиль Абзы, говорю, извините, Эфенди, вы не правы, как-то объясните. И чтобы у нас такого не было, да, шикарные есть. И у нас, у казахов, вот проректор РУДН есть, Нур Серикович Керабаев, великолепный человек. Проректор ИСА, Жбек Сапарбеков, профессора, все. Давайте уж, и мы как-то выложимся. Евреев пример приводить, но извините, евреи, они, такой народ, они основу не берут, они берут суть, понимаете, и все. Воду не будем лить, у каждого из наших тюркских народов есть свои лидеры. Сейчас такой период, когда личным примером надо воспитывать, личным. Не так вот посадил, как в общеобразовательной школе 40 человек, это А, это Б, это В. Эти времена прошли. Надо личным примером либо приводить как бы людей, которые состоялись в этой жизни. Чтобы люди видели, дети наши видели, да, это такой человек, я рядом с ним, чтобы вдохновение было, понимаете, у него. Вот мы проводили соревнования по спортивным играм Сунна, то же самое. Сами арабы с родины пророка подходили к нам, руки жали. И поднимали руки вверх, говорят, извините, так как вы чтите пророка, мы его уже не чтим. И мы должны как бы тонко все это внутри себя, экспертный совет какой-то создать, где, что, как, и каждый шаг контролировать. И, уважаемый Рафенди, вот это вот прекрасно ваше это, и, ну не более 30%, я думаю, спонсоров, детей, олигархов, 5-10. Это разлад пойдет. Они нам не нужны. Они нужны в каком-то плане, на начальном этапе. Они воспитают, они будут как-то... Но самое главное, вот мне нравится, вот я читаю, и тюркские народы, и тюрхалак, чаты. Самое главное, что вы, татары, молодцы, взялись за то. Я своих казахов еще 2 года назад, как только перепись начнется, чтобы контролировали, чтобы писали родной язык. Такой-то, национальность такая-то. Почему? Просто приведу пример. В 1989 году, когда поднимали перепись, казахов по России было около 5 миллионов. По России. Сейчас 650. Это что, остальных расстреляли, что ли? Или как? То же самое с татарами. 140 тысяч в Москве. Ну да. Тоже, говорит, было 800. В Самаре попросил, в Самаре у нас президент ФНК Тухтарбай. Я говорю, ты проведи перепись ради эксперимента. Там 60 тысяч казахов писали. Он что сделал? Тайно провел перепись в сельских районах Самары. 130 тысяч. Это без учета Тольятти и Самары. Почему? Это политика. И политика со стороны сынов Сиона, понимаете? Да. Если население превышает народ больше миллиона, это дополнительное бюджетирование, места в Госдуме, места в Совете Федерации. Чего нам не хватает? Мы сейчас вот сели и будем опять говорить, почему вот в этих комитетах, в центральном телевидении, в СМИ сидят евреи, армяне, пятые. Потому что мы молчим, у нас нет кулака. Тот туда потянул, это сюда. Поэтому здесь сидят умудренные наши аксакалы, я уверен, найдем и точку соприкосновения, да, и решим все эти вопросы.
Ну вот кто из Татарстана, тот знает, да? В свое время, 20 лет назад в Татарстане были созданы татаро-турецкие лицеи, но финансировалось все-таки из Турции. И там действительно оттуда выходили элитные люди, которые побеждали все английские олимпиады. Это основа все-таки было мусульманство. И было интернет-проживание. Были воспитатели. Их обучали, как ботинки снять, как за столом сидеть, да? Как со старшими разговаривать. Вот это вот с мелочей, это были отдельные особые люди. Это был татаро-турецкий лицей, они были в Челнах, Елабуге, Нижнекамске, в Казани, значит. Для внимания, мы, значит, сделали 36 пунктов, которые надо сделать вчера. Вот эти 36 пунктов, у нас на сайтах ознакомьтесь, вот в этих 36 пунктах, там есть такой пункт, значит, то, что вот все-таки, Марат, мы, значит, думаем вот эти вот создания вот этих лицеев, конечно, вот чтобы сегодня, значит, у меня предстоит встреча с Шаймиевым, да, вот в ближайшее время. Вот, я ему хочу вот эти вот его школы, в которые он душу и сердце вкладывает в Татарстане, вот все-таки такая школа очень нужна и напрашивается в Москве с интернат-проживанием, да, с интернатом. Вот я хочу ему это озвучить. Вот. Она очень нужна в Московской области и в Москве. Вот, а место уж будем подбирать. Это первое. И второе, вот эти вот 36 пунктов, я повторяюсь, посмотрите, и там есть один пункт. Все-таки вот мы думаем, и вот мы молодежь так воспитываем, чтобы они богатели, чтобы они укреплялись, и чтобы они богатели, укреплялись и, значит, с мыслью потом помогать татарскому народу, да. И все-таки вот это было такое понятие раньше, акбай. Знаете, что такое или нет? Акбай. Акбай — это не те люди, которые там мечети строят. Акбая — это у нас, они строили больницы, учебные заведения, и потом их содержали. Меценаты Акбай их звали. Вот как-то я вижу вот это вот, значит, вот этой вот частной школы, значит, вот в этом, в Акбае, в нашей молодежи, которые войдут в журнал Forbes и, значит, будут помогать татарской нации в будущем. Что бы хотел сказать конкретно по созданию какого-то учебного заведения, это не так просто. Во-первых, это лицензирование, да? Вы поймите, что дети, если будут учиться, должна быть лицензия, они должны получить какой-то аттестат, пусть там 8 классов, 10 классов. Это лицензирование. Лицензирование не так просто. Я просто был когда-то у истоков стоял создание русской школы в Турции, Махмутлар город, если знаете, там есть русская школа. Вот, я, могу сказать, 5 или 6 лет добивался, чтобы они получили лицензию. Там русская женщина, директор школы, вышла в свое время за турка замуж и создала эту школу. Года 2 назад с горем пополам получила она лицензию, то есть ребята отучились 10 лет и там ее получают. Получают аттестат о высшем образовании и могут ехать в любую страну уже со своим дипломом. Поэтому этот процесс не такой простой, вот, создать такую школу. Я думаю, тут надо немножко по другому пути пойти. Онлайн какие-то курсы придумать, подобрать преподавателей, и пусть эти преподаватели потихонечку будут эти курсы читать. Сейчас молодежь вся находится, значит, в интернете, и они с удовольствием будут изучать. Можно с этого начать. Я думаю, это будет правильно, потому что создание школы — это много-много чего надо. И инвестиций, и инвесторов, и спонсоров сейчас искать надо. Вот. Поэтому я думаю, что вот этот путь будет правильный. Параллельно с этим можно создать вообще какой-то дом дружбы тюркских народов в Москве. Это проще будет. Взять какое-то помещение в аренду. Вот тут уже можем, простые меценаты, бизнесмены собрались, в аренду взяли какое-то помещение, и мы там все собираемся. Вот Дом национальности, который у нас существует на Казанском вокзале, вы знаете, да? Туда не попасть. Туда надо, чтобы какое-то мероприятие провести, надо очень много заявлений писать. И ждать, когда ты попадешь, это там, все это, потому что они находятся под мэрией. Если мы найдем помещение и создадим такое, значит, тюркское какое-то сотрудничество там, тюркских народов, да? Суннитов я имею в виду, то вот это было пошло. И там на базе этого можно проводить какие-то мероприятия. Можно с этого начать. Я только что был у Зотова, у него было 75 лет, в префектуре он отмечал, и разговаривал с Левом Искаковым, бывшим директором, значит, татарской школы, да.
И она говорит: Фаиль Михайлович, как все тяжело стало. Я вот ушла, Розе оставила эту школу. А там татары, говорит, нету никого. Идут таджики, туркмены, киргизы, там всякие народы идут, азербайджан. Татар вообще нету, говорит. Я думаю, вот начинать надо с этого. И онлайн-курсы организовать сейчас, ну, банально просто. Я маленькое дополнение вот по поводу аккредитации нового лицея. Вот я знаю русскую школу в Германии. И вы знаете, кто проводит там экзамены? Казанский государственный университет. Он принимает экзамены и выдает сертификат. Я думаю, Казань должна пойти навстречу тюрко-татарскому движению. Вот я только маленькое дополнение. Мне кажется, вот, уважаемый Фарид Афенди, да, вы ошибаетесь, когда говорите, начнем с каких-то курсов. Этих курсов тьма. Вот предложение же Рустама Афенди, это когда мы будем апеллировать и просить Татарстан о создании именно интерната. А билингвальная школа-интернат уже существует в Татарстане, то есть методика их оформления уже есть, они уже существуют. То же самое повторить здесь, потому что это существует татарская школа, вы говорите, там таджики учатся и другие национальности, да? И то, если интерната не будет, то же самое. А вот тот вариант, который предлагает Рустам Афенди, предполагает пылесосить со всей Московской области, Москвы, людей, заинтересованных получить это образование. Это архиважное дело, потому что, когда мы говорим о формировании элиты, в первую очередь, что надо формировать? Надо формировать ядро элиты. Вырастить надо. Мы, татары, сейчас находимся в таком положении, когда, само собой, саморазвивающая нация, когда образует свою элиту, невозможно. Мы идем вниз. Значит, единственный способ – это самим вырастить эту элиту молодую. Их формировать сейчас. И поэтому вот за это предложение надо биться, вот просто не знаю как. Татарская элита, она как бы есть, она даже как бы не аморфна, она даже как-то атомизирована, рассеянная. Вот как его собрать? В Москве их много, которые представляли и творческие элиты, и экономические элиты, и политические элиты, много представителей, но они рассеяны. Значит, нужно создавать такую организационную структуру, именно организационную структуру, которая могла бы собрать ее. А как собирать ее начинать? Вот вопрос. Значит, должны собраться люди, которые способны это делать. Но мы будем испытывать сопротивление, мы всегда будем испытывать сопротивление. Любое наше движение, собрание будет испытывать сопротивление. Я-то считаю, что надо начинать вот именно с тех людей, которые бы прикрыли нас юридически. В первую очередь важно создать союз тюркских юристов, да, возможно так, да, союз тюркских журналистов, где мы могли бы в СМИ выйти, апеллировать, понимаете? Мы должны показать свою силу, а когда уже вот люди, которые, мы говорим, творческие, там, интеллектуальная элита и так далее, они же люди, понимаете, тоже люди. Они, как все люди, они слабы, они будут бояться и так далее. Мы должны им дать возможность, чтобы они не боялись, чтобы они открыто приходили с нами, разговаривали и могли участвовать в наших делах. А что касается тех спонсоров, значит, надо находить их и изучать их надо. Они же спонсоры разные есть, понимаете. Люди постарше, которые уже ближе к своей нации, мы с возрастом ближе становимся, да, с ними полегче. Насколько они, их этничность, насколько их татарская или тюркская идентичность работает, это тоже функции той организационной структуры, которую надо создать. Надо подойти научно к этому вопросу, не просто так, понимаете, а именно вот концепции выработать. В общем, это концептуальный проект должен быть. А когда мы говорим концептуальный, это не значит вот такой кусками выхватили и так далее. Это детализация, большая детализация. Каждый шаг концептуального проекта должен быть выверен. От себя лично я могу сказать, вот мы встречаемся с арабским миром, с шейхами, этими соревнования, 5-е, 10-е. Мы тоже можем лепту внести. Там попросить какую-то конкретную сумму ежемесячного выделения. Со всеми согласен, очень хорошо все сказали, и каждый как бы свою мысль внес как полезный вклад. Большое спасибо Рустам Афенди, Гаяр Афенди. Хотел сказать, вот много инициатив бывает положительных, хороших, но как мы видим, да, вот последнее, все это выхолащивается и государственными органами, и разными силами политическими, которые вроде не государственные, но они где-то тоже действуют против нацменьшинств.
ну, мы видели вот эти школы, начинались, когда в 90-м году, они назывались как бы татарская, грузинская школа. Потом их раз силовым способом перевели в разряд каких-то школ с этнокультурным компонентом, тоже все зажали, прижали, довели до такого состояния, что действительно уже и ходить никто не стал в эти школы, по сути дела, и они держались на инициативе там просто энтузиастов. Вот, чтобы этому противостоять, нужно как раз вот то, что говорилось о национальном духе, национальной ориентированности, а проще говоря, быть националистом, вот, и не стесняться этого слова, потому что это ярлык, которым уничтожает национальный дух. Национализм – это хорошо, мы должны это понимать. Если мы это будем в себе путать в мозгах, мы просто запутаемся. Быть националистом – это быть националистом, значит, не против какой-то национальности, а националист, он как раз быстрее понимает представителя другой национальности, их проблем. Человек, озабоченный проблемой своей национальности, он легче понимает представителей другой национальности. Есть какое-то количество небольшое журналистов, ну, наверное, мало, вот они могут бороться, юристы. Вот, к примеру, вот Мединский написал одну из последних книг и сказал, что татары в сознании русских людей хуже, чем фашисты. И хоть какой-то юрист подал на него иск, что прикрыли, а он спокойно, советник президента. Надо было его размазать юристам, организациям. Вся цепочка учебников по истории издается под редакцией Мединского. Историю перевирают всех наших народов, да? Изображают их или захватчиками, или еще какими-то любителями совершать набеги. А там святые приходили и их облагодетельствовали. Сейчас, если почитать многих историков академических, получается, что вся территория России и даже дальше с Украины до Тихого океана некогда была освоена предками русских. Читаешь вот Клёсов, последнее в Бизнес Онлайн, наверное, читали, там 1000 комментариев. Там очень так это замысловато, но тоже приводит к мысли, что это все исконно русские земли в общем, от Атлантики практически до Тихого океана. Все там по-научному. А все эти предки тюрков, у них историческая родина, если раньше считалась Алтай, сейчас уже Китай, Ордос, Плата Ордос, туда нас ссылают. Езжайте на свою историческую родину, в Китай, Плата Ордос. Пользуясь возможностью, хотел бы обратиться к азербайджанцам. Там есть Гахраман Гумбатов. Вы, наверное, все его знаете. Читали, да? Он просто размазывает всех этих академиков российских и прочих. Оказывается, существует довольно-таки на Западе большая литература по истории тюркских народов. Там совершенно по-другому. И более серьезный уровень исследований историков. Я два слова просто дополню. Сейчас, когда вот Рим Афанди выступил и сказал, вот как бы история искажается и так далее, это все правильно. Но в нашей политике, в нашем вообще политическом существовании, а мы в политическое поле входим, когда мы хотим создать Тюркский союз какой-то, да, безусловно, это хоть как его назови, это все равно политический союз, и это политический вопрос. Мы должны исходить из того, что наша Родина Россия, и у нас должна быть политическая платформа, на которой мы должны существовать и которая должны заявить о себе. Нас попытаются маргинализовать, да, выделить националистическую структуру, которая якобы тут свои это дела и все хорошие дела, но оказывается против там ну, титульной нации, допустим, да. Мы должны уйти от этого, мы должны... Какая может быть политическая платформа для того, чтобы мы существовали? Мы должны сказать, мы все народы вместе, русские, татары, казахи, которые здесь, но эта платформа может быть только одна, по моему мнению. Это гражданская платформа. Мы свою, вот это вот все, что создаем, и все, что мы функционируем как политическая система, мы должны сказать, мы все объединяемся на гражданской платформе, потому что национальное, конфессиональное, другое, это прежде всего наше гражданское право. Мы должны апеллировать именно на гражданское право, а не то, что создаем татарско-тюркский союз там и так далее. Мы гражданские свои реализуем. И при этом мы говорим, что мы понимаем свою гражданскую ответственность за сохранность, целостность нашей России. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот такую платформу надо заявить. Когда мы будем писать устав, это в преамбулу должно просуществовать. Была написана концепция «Россия, тюркский мир».
Она опубликована, уже висит несколько лет. Вот мы заявили, я даже Путину ее отослал. Вот. Именно что гражданская платформа. Россия, тюркский мир, концепция, Россия, тюркский мир. Ну, политическая платформа. Так это и есть, там все написано. И есть еще статья Фархада Ахметова. Союз России и Турции, почему бы и нет? Миллиардер азербайджанский, он тоже на эту тему написал. Гейдар Иманов тоже по этой теме тоже написал. То есть есть вопросы, уже написано. Давайте обсуждать. Хочу сказать благодарность организаторам и штабу Татар за такой прекрасный вечер, прекрасный месяц Рабиуль Ауаль, месяц рождения нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям. Хорошая идея была затронута, объединение тюркских народов. Если оно будет объединение, то пусть оно будет основательное, качественное. А основательное качество, оно может быть, если будет объединение на духовно-нравственном начале. Будут присутствовать такие фундаментальные, незыблемые, вечные ценности, как основа нашей прекрасной религии ислам. Когда будет ислам, иман, ихсан, наша история богатая. А так у нас все есть у татар. Я всегда говорю, у нас есть и культура, и язык, и территории у нас большие. Если на фоне всего этого приумножать, обогащать, тем более в такое непростое время, когда мы наблюдаем безнравственность, упадок культуры, это будет очень хорошим таким составляющим. И да, Аллах Субхану Тааля укрепится, уцепится зубами в такие хорошие, незыблемые вещи. Это будет непросто, но на то она и жизнь, то, что рыба плывет против течения, закаляется, укрепляется, живет. Так же и люди, наверное, пронеся такие высокие ценности, также достигнут некого такого бриллианта, который они могут нести в себе, в семьи, в обществе и так далее. И будет счастье в обоих мирах, если будет такой приоритет. А дальше и культура, и физическое воспитание, и культурное воспитание. Но должна быть база. Как у дома есть фундамент, также и у любых идей, тем более таких, когда затрагиваются общественные процессы, должен быть фундамент. Мое ключевое слово, фундаментом всего этого должно стать духовно-нравственная составляющая человека, которая человека делает человеком. Так что процветание во всем благом. Иншаллаху рахман. Баракаллаху фикум. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.